Всем доброго времени суток! Вы на канале компании Sakura Auto. В Ижевск пришла очередная партия автомобилей для наших заказчиков. Что пришло и в какие бюджеты, будем смотреть прямо сейчас. Устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Ну и давайте начнем по порядку с Volkswagen Golf вариант, который пришел для нашего заказчика Александра из города Воткинск. Автомобиль 2014 года выпуска, 1,4 литра мотор, 140 лошадиных сил на роботе. В максимальной комплектации Highline. Пробег 80 тысяч километров, оценка 4,5 балла, обошлась со всеми расходами в Ижевске в бюджет 1 460 000 рублей. Итак, кто-то тут мне писал в комментариях, чтобы я озвучивала цены до Владивостока, но это очень сомнительно, потому что как только начинаем озвучивать цены до Владивостока, сразу тут же пишут: говорите, пожалуйста, общий бюджет и того. Поэтому как-то так. Посмотрим на салон. В хорошем состоянии, полный кожаный мультируль с адаптивным круиз-контролем, есть подрулевые лепестки, кнопка автохолд, стояночный тормоз, двухзонный климат-контроль, автомобиль заводится с ключа, полный электростеклопакет. И давайте посмотрим задний ряд. Посмотрите, какие чистые ковры. И посмотрим на автомобиль сзади. Вот таким образом он выглядит. И далее мы перейдем к Suzuki Every, который приехал для нашего заказчика Михаила из Ижевска. Автомобиль 2017 года выпуска, 0,7 литра мотор, 49 лошадиных сил, на автомате, полный привод. Комплектация Limited High Roof, 4 ВД. Пробег 117 тысяч километров, 4 балла оценка. Автомобиль обошелся со всеми расходами в Ижевске в бюджет 760 000 рублей. Прекрасный бюджет, как и просил заказчик. Все получилось, удалось. И еще и купили полный привод, чему, я думаю, он очень рад. Итак, давайте посмотрим на автомобиль. Заводится с ключа. Полный привод, автокорректор света, кондиционер. Вот таким образом выглядит второй ряд. Здесь пришли еще из Японии шины зимние. И далее мы перейдем к Мерседесу E-класс, который мы привезли для нашего заказчика Романа из Ижевска. Автомобиль 2012 года выпуска, 1,8 литра мотор, 204 лошадиные силы, на автомате, задний привод. Комплектация Blue Efficiency купе, пробег 80 тысяч километров, 4,5 балла оценка, обошлась со всеми расходами в Ижевске в бюджет 1,7 миллиона рублей. Сейчас мы ее также посмотрим. Итак, у нас кожаный салон, кожаный полный мультируль. В той неделе мы получили капитанскую почту с ключами, со вторыми ключами автомобилей для наших заказчиков. Поэтому все привезем, все передадим. Сейчас где-то радостно потирают руки владельцы Т-кроссов, Мерседесов, поскольку так просто дубликаты на эти автомобили не сделать. И стоят они очень больших денег. Поэтому ожидайте, все привезем и все передадим. Итак, у нас автомобиль, повторюсь, заводится с кнопки. Мультимедиа, музыка, сонары в круг, спорт-режим, эко-режим. Ну и понятно, что там где-то спрятался задний ряд автомобиля. Сейчас обойдем в круг и посмотрим на эту красоту со всех сторон. И далее мы перейдем к Саньон Каранда. Автомобиль приехал из Южной Кореи для нашего заказчика Дмитрия из Ижевска. Благодарим за оказанное доверие, потому что Дмитрий очень сильно переживал, заказывая автомобиль, очень долго на это настраивался, обзванивал компании и в итоге доверился нам. Поэтому всех клиентов мы, конечно же, благодарим за доверие. Итак,
Саньон Каранда 2020 года выпуска, 1,5 литра мотор, 163 лошадиные силы, на автомате передний привод. Комплектация C5+, 58 тысяч пробега, в отличном состоянии, весь в родном окрасе. Обошелся со всеми расходами в Ижевске в бюджет 2 миллиона 40 тысяч рублей. И давайте рассмотрим ее чуть подробнее. Так, у нас бесключевой доступ, контроль слепых зон, полный электростеклопакет. В дверных картах такие интересные вставки, которые меняют цвет. Салон кожаный, в отличном состоянии. К слову, автомобиль по состоянию приближен к около идеальному. Полный кожаный мультируль с адаптивным круиз-контролем и подрулевыми лепестками. По функционалу у нас имеется удержание автомобиля в полосе, автокорректор света. Автомобиль заводится с кнопки, есть двухзонный климат-контроль, трехступенчатый подогрев, обдув передних сидений. Далее посмотрим, есть антиюз, помощь спуска с горы, iStop, стояночный тормоз и кнопка автохолд. Сейчас заведем автомобиль, покажу вам. Он очень интересно выглядит. И давайте посмотрим еще салон. Видите, все это красиво, нарядно. Сейчас перейдем на второй ряд. Посмотрим его вместительность. Как мы видим, второй ряд очень просторный, имеет много места. Садиться не буду, потому что жалко пачкать ковры. И заглянем, конечно же, в багажник. Он открывается с кнопки. Есть камера заднего вида. Вот таким образом выглядит багажник. Он не маленький, не большой, вполне приемлемый для размера данного автомобиля. Я считаю, если у вас другое мнение, можете, конечно, его озвучить. Следующий автомобиль у нас Honda Везель, который пришел для нашей заказчицы Елены из Ижевска. Автомобиль 2016 года выпуска, 1,5-литровый мотор, 131 лошадиная сила на полном приводе. Комплектация X Honda Sensing, 36 тысяч пробега, 4 балла оценка. Автомобиль обошелся со всеми расходами в Ижевске в бюджет почти 2 миллиона рублей, без 10 тысяч рублей, как говорится. Итак, давайте посмотрим на эту красоту. Есть, конечно же, бесключевой доступ, повторители поворотников в зеркалах заднего вида. У нас автоматическое открывание стекла только у водителя. Итак, посмотрим тканевый черный салон. Полный кожаный мультируль с адаптивным круиз-контролем. Автомобиль у нас заводится с кнопки. Есть система антиюз, обогрев зоны дворников, автоскладывание зеркал, функция предотвращения столкновений и удержания автомобиля в полосе. Итак, магнитола штатная, iStop есть, кнопка стояночного тормоза и автохолд. У автомобиля двухзонный климат-контроль, конечно же, аукционный лист, 4 балла оценка. Итак, Honda Fit для нашего заказчика Владимира из Воткинска. Автомобиль 2013 года выпуска, 1,3 литра мотор, 100 лошадиных сил на вариаторе, передний привод. Комплектация GF Package, 109 тысяч пробега, 4 балла оценка. Обошлась со всеми расходами в Ижевске в бюджет 1 050 000 рублей. Вот такой хэтчбэк мы привезли в хорошем состоянии. Для нашего заказчика есть бесключевой доступ. Автомобиль заводится с кнопки, полумультируль. Есть магнитола Газерс, автомобиль на кондиционере, ручник. То есть вот таким образом выглядит салон. Заглянем на второй ряд, который у Honda Fit достаточно вместительный. Тут же лежат колпаки, мы их снимаем при транспортировке, чтобы они не потерялись. И вот таким образом автомобиль выглядит сзади. И крайний на сегодня автомобиль это Mazda CX-3, которая пришла для нашего заказчика Амира из Ижевска. Автомобиль 2016 года выпуска, 1,5-литровый мотор, 105 лошадиных сил, дизель, передний привод. В максимальной комплектации Touring дизель турбо, 57 тысяч пробега, 4 балла оценка. Обошлась со всеми расходами в Ижевске в бюджет 1,6 миллиона рублей. Итак, только недавно мы привозили и разгрузили Мазду. И вот она приехала еще одна. Есть, конечно же, бесключевой доступ. Полностью кожаный салон в хорошем состоянии.
Полный кожаный мультируль с адаптивным круиз-контролем. Есть контроль слепых зон, iStop. Далее я вижу, проекция на лобовое стекло присутствует. Автомобиль заводится с кнопки. Есть шайба управления музыкой, конечно же. И посмотрим второй ряд. Не слишком просторный, но тем не менее, что имеется, то имеется. И давайте посмотрим на автомобиль сзади. Тоже синего цвета, красивого. Так, есть полка. Довольно-таки вместительный багажник. И еще есть ниша. Если данное видео было полезным и интересным для вас, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. Ну а на сегодня у меня это вся информация для вас, друзья. На связи была Татьяна, компания Sakura Auto Ижевск. До новых встреч. Пока-пока.